скорой медицинской помощи приехала на вызов для оказания неотложной помощи при внебольничных родах. Женщина 30 лет, первородящая, беременность первая, доношенная. 4 часа назад одновременно с началом схваток отошли околоплодные воды. Схватки регулярные, интенсивные. Температура тела 36,5. Пульс 140 ударов в 1 минуту. Удовлетворительного наполнения. Надеть стерильную маску, помыть руки, надеть стерильный халат, стерильные перчатки. Встать справа от манекена лицом к лицу. Выполнить первый прием Леопольда Левицкого. Расположить ладони на уровне дна матки. Сблизить пальцы рук и осторожным надавливанием вниз определить уровень стояния дна матки и часть плода, находящаяся у дна матки. Выполнить второй прием Леопольда Левицкого. Обе руки со дна матки переместить к низу, расположив их на боковых поверхностях. Пальпацию частей плода производить поочередно правой и левой рукой, чтобы определить, в какую сторону обращена спинка плода и его мелкие части. Выполнить третий прием Леопольда Левицкого. Правую руку нужно положить немного выше лобного сплетения так, чтобы большой палец находился с одной стороны, а 4 нижних с другой стороны нижнего сегмента матки. Медленно пальцы погрузить вглубь, охватывая часть плода, расположенную над лоном. Встать спиной к лицу женщины. Выполнить четвертый прием Леопольда Левицкого. Ладони обеих рук расположить на нижнем сегменте матки справа и слева. При этом концы пальцев касаются симфиза. Вытянутыми пальцами, скользя медленно вглубь по направлению к полости таза, уточнить характер предлежащей части плода и высоту ее стояния. Выставить предварительный диагноз, наметить дальнейшую тактику ведения беременной. Положение плода продольное. Первая позиция. Головка прижата ко входу в таз. Сердцебиение плода 90 ударов в 1 минуту. Ритмично. Влагалищное исследование с разрешения пациентки. Шейка сглажена. Раскрытие зева 4 см. Плодного пузыря нет. Головка прижата ко входу в таз. Обработать наружные половые органы кипяченой водой или раствором водного антисептика. Встать у ножного конца кровати сбоку от роженицы для оказания акушерского пособия. Выполнить первый этап акушерского пособия – воспрепятствование преждевременному разгибанию головки. Выполнить второй этап акушерского пособия – уменьшить напряжение промежности. После наружного поворота головки и внутреннего поворота плечиков, придерживая обеими руками головку битемпорально, легко и осторожно низвести головку к низу до тех пор, пока переднее плечико не подошло под лонное сочленение. Затем левой рукой отвести головку, приподнимая ее вверх, а правой рукой бережно вывести заднее плечико, сдвигая с него ткани промежности. Вывести указательные пальцы рук в подмышечные впадины и отвести туловище к низу и кпереди, извлечь туловище плода. Вытереть насухо ребенка, проверить пульсацию пуповины. После ее прекращения наложить 2 зажима на пуповину не менее чем на 10 см от пупочного кольца. Пересечь пуповину, выложить ребенка на живот матери.